В эфире «Вечерние новости». Здравствуйте. И вот некоторые темы, о которых поговорим в этом выпуске. Россия поднялась на 5-е место в мире по числу зараженных коронавирусом. Дополнительные средства медикам за борьбу с COVID-19 начали выплачивать в Якутии. А в карантинном Алдане нашли способы поздравить ветеранов, не подвергая опасности их здоровья. Россия обошла Германию и заняла 5-е место в мире по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом. По информации Федерального оперативного штаба, число заразившихся в нашей стране достигло 166 тысяч. В Германии подтверждено чуть менее 165 тысяч человек. На 7-м месте остается Франция, где, по данным властей, 133 тысячи инфицированных. К такой статистике привело то, что второй день подряд за сутки в России зарегистрировали более 10,5 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели на данный момент почти 21,5 тысячи пациентов, а умерло более 1500 человек. Согласно данным, суточный рост составил 6,8%. У 41% не было выявлено симптомов инфекции. Якутия сегодня пополнила эту статистику 17 новыми случаями заболевания COVID-19. Впервые инфекция зафиксирована в Устьянском районе. Там один заболевший, 2 случая в Хангаласском и по 1 случаю в Мирнинском и Ленском районах. Остальные 12 выявлены в Якутске. За весь период число заболевших достигло отметки в 348 человек. К сожалению, впервые у нас коронавирус появился в Устьянском районе. Это демобилизованный солдат, приехавший на родину. Он был практически один день, и сразу анализы показали наличие коронавируса, поэтому мы надеемся, что все-таки широкого там очага у нас инфекции не будет. Есть случаи уже выявленные по Ленску, по Хангаласскому урусу, к сожалению, среди контактных первых заболевших. В целом, еще раз хочу сказать, что ситуация стабильная. По Якутску из 12 3 это, опять же, Якутская республиканская офтальмологическая больница. Глава Якутии с рабочим визитом находится в Ленском районе. В ходе пресс-подхода по итогам совещания оперативного штаба он рассказал, что вывоз вахтовых рабочих в регионе продолжается в плановом режиме. На данный момент с Чиндинского месторождения вывезено свыше 1000 человек. Всего отправят 8,5 тысяч работников, примерно по 500 человек ежедневно. Оставшиеся продолжат вахту для обеспечения непрерывного производственного процесса. После принятия окончательных решений на уровне Федерального оперативного штаба, с которым мы постоянно находимся в контакте, и докладываем и Татьяне Алексеевне Голиковой, и Юрию Петровичу Трутневу, мы будем придерживаться той линии, что все здоровые должны, те, кто выехать, должны будут выехать в регионы, откуда они прибыли. В принципе, здесь никакого, я считаю, противоречия нету. Это здоровые люди с 2 отрицательными анализами. И, в принципе, они, конечно, должны выехать туда и 2-недельный карантин уже на своей родине пройти. Оставшиеся больные, еще раз говорю, должны проходить амбулаторное лечение на Чайгинском месторождении. В случае же, если будут какие-то случаи, которые позволят квалифицировать там среднюю тяжесть болезни, тяжелую мы точно там на месте не должны допускать, то эти люди будут эвакуироваться или в Ленскую ЦРБ, или в Якутск. И в случае необходимости «Газпром» готов людей вывозить и в другие субъекты по согласованию, опять же, с Федеральным оперативным штабом, с Роспотребнадзором, с региональными властями. Между тем, еще 3 человек, вылечившихся от коронавирусной инфекции, выписали из больницы в столице региона. Проведенные после лечения повторные комплексные исследования на наличие заболевания показали отрицательный результат. И их выписали из инфекционной больницы города Якутска. Таким образом, 49 человек в Якутии полностью излечились от COVID-19. Систему видеонаблюдения для мониторинга паводковой обстановки и уровня воды в реке Лени установили в Хангаласском районе. Проект реализовали в рамках программы «Безопасный город» посредством компании «Ростелеком». Видеокамеры установлены в 8 населенных пунктах от села Титары до села Табага. Видеонаблюдение позволит оперативно реагировать на изменения паводковой обстановки и уровня воды в реке. Для подключения и стабильной работы оборудования специалисты Ростелекома к каждой камере провели волоконно-оптическую линию связи. Видеокамеры расположены на высоких точках локации для оптимального ракурса съемок берега реки.
Спасатели обнаружили 6 мужчин, которые из-за поломки автомобилей застряли вблизи границы Среднеколымского и Верхнеянского районов. Об этом сообщили в службе спасения региона. Мужчины выехали на 2 машинах из Якутска в село Андрюшкино Среднеколымского района 12 апреля. Последний раз выходили на связь 1 мая и сказали, что выезжают из села Арылах Верхоянского района. Оперативная группа выехала на буранах на поиски пропавших. Обследование не дало результатов. Поэтому привлекли вертолет полярных авиалиний. В 20 километрах от границы 2 районов был обнаружен брошенный автомобиль УАЗ. Там же нашли следы второй машины. В 35 километрах от брошенного автомобиля спасатели нашли автомобиль ГАЗ-66 и людей. Отмечается, что мужчины не жаловались на плохое самочувствие. Продуктов у них было в достатке. Машины оставили из-за поломок. Их доставили в город Среднеколымск. Тем временем в Верхоянском районе зафиксированы 28 термоточек на площади 595 гектаров. Сотрудники авиалесоохраны установили, что это неконтролируемые сельхозпалы. В связи с этим правительство региона направило главе Верхоянского района предостережение о недопустимости подобных мер и необходимости защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Минэкологии Якутии напоминает, что огневой способ очистки территории от сухой травы и других горючих материалов запрещен, вне зависимости от того, на каком расстоянии находится сельхозугодие от населенных пунктов и объектов экономики. Дополнительные средства медикам начали выплачивать в Якутии. Отличительной особенностью нашего региона является то, что якутские врачи за борьбу с коронавирусом получают как федеральные, так и региональные надбавки. Кто и на какие суммы может рассчитывать, расскажет Сергей Михедов. Денежная помощь, связанная с распространением COVID-19, начала постепенно доходить до якутян. Начнем с выплат медикам. Напомню, глава государства дважды сообщил о выделении средств из резервного фонда правительства страны для так называемых стимулирующих выплат медработникам, ведущим борьбу с COVID-19. Согласно постановлению правительства России, от 2 апреля за период с марта по апрель в Якутии выплаты стимулирующего характера получили более 1300 медицинских работников. Сюда входят сотрудники поликлиник, скорой помощи и других медучреждений. На общую сумму почти в 70 миллионов рублей. Таким образом, более 350 врачей, почти 800 человек среднего медперсонала и чуть более 200 младших медработников получили денежное вознаграждение. Что касается второй федеральной помощи медикам, согласно постановлению правительства страны от 12 апреля, то стимулирующие выплаты за апрель уже получили более 600 медработников на сумму почти 35 миллионов рублей. Это около 100 врачей, примерно 330 работников среднего медперсонала и около 130 медиков младшего персонала. Начали выдавать медицинским работникам и региональную премию. Еще в середине марта, когда в Якутии впервые был выявлен больной коронавирусной инфекцией, главой республики СНМ Николаевым принято решение о начислении медикам стимулирующих выплат от региона. Данные выплаты установлены в следующем размере. Врачам 66 тысяч рублей, среднему медперсоналу 40 тысяч, младшему и прочему медперсоналу 20 тысяч рублей. По данным, предоставленным республиканским Минздравом, такую материальную поддержку уже получили более 2000 медицинских работников на общую сумму 40 миллионов рублей. И, как отмечают сами медики, стимулирующие выплаты доходят до адресатов в полном объеме. В данное время в нашей больнице работает 50 человек. В апреле все сотрудники получили выплаты за март, республиканскую и федеральную. Сумма выплат у всех разная. Это зависит фактически от отработанных часов в месяц. В мае ожидаем выплаты за апрель. Такие выплаты начали получать якутяне. Мы будем дальше следить за помощью, поступающей в связи с распространением коронавируса. Оставайтесь с нами и берегите себя. Несмотря на карантин, в Алдане не забывают о ветеранах. Поздравлять ныне живущих защитников с годовщиной Победы в этом году будут дистанционно. О том, какие еще запланированы акции, расскажет Татьяна Вахнина.
В первые дни мая в доме Кашкаревых часто бывают гости. С наступающим праздником Победы Александра Кузьмича и Людмилу Яковлевну традиционно поздравляют представители власти, сотрудники соцзащиты, члены Совета ветеранов и общественных организаций. В знак уважения гости вручают хозяевам цветы и подарки. Бесценными же являются слова благодарности и сердечные пожелания сил и здоровья. Ну, счастливой жизни, еще. Больше лучше этого нет, наверное. Александр Кузьмич – участник Второй мировой войны, Людмила Яковлевна – ветеран тыла и труда. Супруги вместе почти 70 лет. Принимая поздравления, они бывают растроганы до слез. Но в этом году Кашкаревы гостей ждать не станут. В сложной эпидемиологической ситуации лично вручить цветы и подарки означает подвергнуть хозяев риску. Между тем, исполненные сердечной благодарности слова героям-победителям непременно прозвучат. Сейчас рассматривается вариант дистанционного поздравления. Мы отрабатываем с нашими ветеранами, то есть возможность подключения дистанционно. То есть у нас поступила информация, что глава республики, да, то есть планируется именно дистанционно каждого ветерана, участника поздравить. Сегодня в Алданском районе 3 участников Великой Отечественной войны, ветеранов тыла чуть более 50 человек. В преклонном возрасте те люди, чье детство война опалила дыханием горя и потерь. Людям, познавшим тяготы войны, сегодня оказывается социальная поддержка. Были произведены различные выплаты. У нас данными выплатами было охвачено 1516 человек. Это в том числе участники Великой Отечественной войны, 3 человека, блокадники, 1 житель у нас, да, 32 вдовы, участника Великой Отечественной войны, 153 ветерана тыла. Также у нас новая категория, да, то есть такая массовая, это 1327 человек, кто получил у нас разовые выплаты в размере 3000 рублей, это дети войны. Порой, всматриваясь в прошлое сквозь призму десятилетий, представители поколения победителей и сами с трудом представляют, где они черпали силы, чтобы выстоять. Для ветеранов войны, тыла и труда День Победы остается самым главным праздником. На этом пока вся информация. До встречи в эфире.